Раиса Васильевна, День Победы для вас какой? День Победы для меня это великий праздник. День Победы не только для меня, а для всего народа нашей республики, нашей земли. Я, конечно, 75-ю годовщину Победы отмечаю уже, когда мне исполнилось 97 лет. За эти годы послевоенные я все время занималась общественными делами, растила 2 сыновей, замужем была 45 счастливых лет. Муж мой был летчик, первый летчик-истребитель Якутии, Федоров Иван Афанасьевич. Он имел много наград, и, конечно, мы с ним встретились в моем родном городе Краснодаре. Я в авиагородке заведовала начальной школой, а он приехал на годичные курсы летчиков-штурманов. Их переучивали летать на реактивных самолетах после войны. И одна семья меня познакомила с ним. И мы немножко повстречались. Он сделал предложение, поженились и 45 лет вместе прожили. Его сейчас на белом свете нет. Он скончался в городе Одессе. Ему в этом году уже 102 года было бы. В военкомате мы увековечиваем все время его память. И, конечно, о нем очень по-доброму, по-хорошему идут воспоминания тех лет. Работал он военным комиссаром 9 лет. Я за эти 9 лет занималась воспитанием и детей, и работала у приемной Черяева 3 года. Знакомилась с Якутией и с людьми, которые руководили в то время. А после я закончила высшую партийную школу вечернюю в эти же годы и попросилась на более активную работу. Меня направили в профсоюзы. Я в профсоюзах работала 6 лет, заведовала отделом культуры и культурно-просветительной работой занималась. Побывала во многих районах северных, там, где были профсоюзные клубы и библиотеки. Ну, как вам сказать, там, где я работала, я отдавала все свои старания, и ко мне было очень доброе и хорошее отношение всегда. Чему я, конечно, очень благодарна. Ну, а потом, когда случилась беда с Иваном Афанасьевичем в Одессе, это был 93-й год, я добилась, чтобы похоронить его на родине. Добро получила, похоронили. И через год я приняла решение, посоветовавшись со своими сыновьями, а оба сыновья уже тоже были летчиками, были и есть. И я приняла решение поселиться и жить в городе Якутске, рядом, где похоронен на Маганском кладбище Иван Афанасьевич. Конечно, я не только за могилой его присматриваю, я все время нахожусь на общественной работе. Долгие годы возглавляла и возглавляю еще до сих пор клуб фронтовых подруг «Катюша». К 70-летнему юбилею Победы
награждена орденом «Полярная звезда» за общественную работу. Ну, годы летят, здоровье уже не то. И как вам сказать, борюсь за свое состояние здоровья, хочу жить еще. А как сложится дальше, трудно сказать. А для вас вот 75-летие Победы, это уже 75-й юбилей Победы, это у вас на счету какой юбилей? Мгм. И Ну, сколько раз? все эти годы, годы победы над фашистами, я, конечно, всегда была, как говорится, на виду. И у меня большая связь всегда была с рядом общественных организаций, школами я встречалась, и городские, там, и республиканские совет ветеранов, и ряд министерств. И всегда я была на виду, и меня это очень ободряло. И я старалась тоже рассказать то, что я могла рассказать о прошедших годах. Что вот самое, что для вас война? Наверное, есть такое воспоминание, которое никогда не забудешь. Знаете, никогда не забудем то, что люди, которые остались жить после прошедшей войны, стараются быть добрыми, внимательными друг к другу. И то, что отношения вот к участникам войны отличные со стороны и правительств, и министерств, и образование, значит, принимает большое участие. Нам это помогает жить и радоваться, что мы видим солнышко и белый свет. А вот у вас был такой интересный проект, когда артисты в день 9 мая к вам приезжали во двор. Приезжали они к вам? Да, Концерт. они Расскажите. приезжали во двор, по-моему, не по-моему, а точно, артисты филармонии и солдаты от воинской части. Они исполнили ряд песен военных лет, подарили мне букет цветов, добрые слова, пожелания на будущее. И я была очень тронута вниманием. И, конечно, этот момент никогда не забудется. Спасибо за такое внимание. Что бы вы могли рассказать о той войне, чтобы наше новое поколение хотя бы понимало, ну, может быть, из вашего рассказа, насколько эта война страшная штука? Когда внезапно враг нагрянул на нашу страну, были мобилизованы новые силы, кроме тех, которые несли службу в армии, молодежь и старшее поколение. И враг первые месяцы имел большую, как говорится, победу с их стороны. Было наступление ужасное. И, конечно, правительство верхнее и московское, и они направили все силы для того, чтобы бороться с этими фашистами. И, конечно, на
войне погибло 27 миллионов с лишним людей. И в том числе погибли молодое поколение вот нашего возраста, которым было бы сейчас под 100 лет. Они не совсем были готовы воевать, почему молодость, неподготовленность, и они все гибли. И нам, когда выпускали в годы войны блокнот агитаторов, там было сказано, что 90% молодежи возраста, значит, нашего, вот, и было бы сейчас 90 и 100 лет, погибли, потому что враг наступал с большой силой, а наша молодежь не совсем могли это понимать и бороться с ними. А вы сами где были вот во время войны? Участвовали? Моя служба, я закончила педагогическое училище в Краснодаре. И в 1945 году был выпускной вечер. Мы хорошо этот выпускной вечер отпраздновали, а на утро нам принесли повестки. Мы, окончившие педучилище, все были комсомолки. Нас 52 девушки пригласили в райком партии, в райком комсомола. Когда мы пришли в райком комсомола, нам объяснили, что нужда очень большая вот, в молодежной силе. И сказали, если вы желаете защищать Родину, то я сейчас мы вас поведем сейчас в военный комиссариат. Ну, в военном комиссариате мы все там были, прошли, как говорится, ну, как-то с нами побеседовали с каждым, дали мы добро защищать Родину, и нас по Краснодарскому краю 300 человек, девушек, было мобилизовано в ряды советской армии. Отправили нас в Бакинскую армию ПВО. Это Бакинская армия ПВО, и там были зенитчики. И мы в качестве зенитчиц прослужили 3 года и 3 месяца. Служба не казалась, конечно, медом. Во время службы я в 1943 году стала кандидатом в коммунистическую партию, вступила, а в 1944 году получила уже партийный билет, и по сегодняшний день я этот партийный билет держу в руках. Страшно было, когда шли самолеты на вас. Все-таки зенитка... Самолеты шли, да, я вот была первым номером по АЗО, это прибор управления зенитно-артиллерийским огнем. От моих, так сказать, наблюдений за летящими самолетами зависело много. Но мы стояли у самого Каспийского моря, батарея наша, и мы, когда ловили эту цель, то цель или по высоте не подходила, или по дальности. И очень долго не могли. И только однажды нам удалось сбить Хенкель 111, который позволил достать из себя. Но мы, женщины, конечно, кричали «Ура!», радовались. Командующий приехал и объявил нам всем большую благодарность. А вечером, когда собирались спать, отдыхать, начали говорить: женщины, а ведь мы же кого-то там сбили. Чей-то отец
брат или сын погиб. И нам уже жалко даже, понимаете, врага. Женщина остается женщиной и на войне. Как вам, насколько было тяжело нести воинскую службу? А женщины обслуживали вот этот прибор управления зенитно-артиллерийским огнем, 11 человек обслуживали, ловили цель. Это раз. Были разведчики и связисты девушки. Ходили мы в ночные наряды, оберегая свою батарею. А на батарее было 4 пушки, 2 дальномера и пулеметная установка. Ну и вот это управление. И мы всю эту службу, конечно, она была нам нелегкой. Противогазы у нас были. Мы досконально изучали жизнь в армии. Командиры у нас были очень, как вам сказать, к нам по отношению к девушкам проявляли честность, благородство, уважали нас. И мы, получая блокнот агитатора, были в курсе всех событий, что делается на фронтах Великой Отечественной войны. Конечно, служба в армии помнится и сейчас, но это уже было так давно, что мы уже начинаем забывать эти трудности. А как встретили День Победы? Как это было, День Победы, когда встречали? День Победы когда? День Победы так. Мы жили в землянках, спали. И вдруг, по-моему, 3 или 4 утра тревога. Мы быстренько все спохватились, быстренько успели нам минуту сказать 2 волосные одевания, набросили на себя, выскочили на поверхность, построение, и командиры нам объявляют. Кончилась Великая Отечественная война. Мы все кричали «Ура!». Мы просто были, как говорится, очень, хотя мы ждали этого, но все равно очень были взволнованы и обрадованы, что наконец-то горе отступает от нашей республики. И нас отпустили на 5 минут в спальне нашей, в землянке, одеться и явиться было дано в столовую. Когда мы пришли в столовую, там уже сидел музыкант-баянист, играл вальс. Мы, значит, друг друга поздравляли, танцевали. Повара готовили вкусный завтрак нам. И знаете, не было, как говорится, другого, как только петь, танцевать и радоваться. Пожелать, что бы хотели сказать новому поколению? Ведь сейчас очень многие пытаются переписать нашу историю. Очень многие хотят нашу победу, если грубо сказать, отобрать и приписать себе. Вот хотелось бы услышать ваши слова, наверное, в назидание нынешнему поколению. Что бы вы хотели им сказать? И когда я и другие участники Великой Отечественной войны выступаем перед молодежью, перед школьниками, мы всегда им говорим:
Война – это большое горе. Война – это неописуемая беда. И поэтому допускать, чтобы на нашу Родину кто-то опять зарился, нельзя. Надо жить в мире, в хороших отношениях не только между собой, вот находясь там в школе или на службе в армии, но и соблюдать порядок и, как вам сказать, добрые, хорошие отношения с другими странами, и малыми, и большими. Хотя каждая страна живет по своим, так сказать, условиям и устоям. Но мы стараемся, чтобы люди понимали, что лучше строить дома, лучше летать в космос, лучше проводить вот эти праздники и, конечно, проводя и встречаясь массово, кричать «Ура! Мы в мире, мы в добре, и мы войны не хотим». И вам, молодым, нашим, так сказать, потомкам, желаем, чтобы вы никогда не знали, что такое война. Еще раз здоровья, не болейте, не живите долго. Спасибо. Спасибо, великое спасибо.